Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. И мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня группа компаний КЭМ. Это 6 видов деятельности, включающие в себя все этапы подготовки, производства и распространения видео. Встречаем новатора, идейного лидера и руководителя группы компаний КЭМ Наталью Лопатину. Добрый день. Самое главное, вначале, поздравляю вас с Днем Семьи. Сегодня, оказывается, как бы не договорились, но совпало с Днем Семьи. И на самом деле я скажу, что здесь сидят все те, кто я называю семьей, семьей единомышленников, те, кто любят видео. Поздравляю всех. И вот с нашей презентацией, с нашей началой. Вначале я хотела бы рассказать историю маленькой девочки, 5-летней, которая, скажем так, в 5 лет стояла за телевизором и своих родных спрашивала, видно ли меня за телевизором. И пока мои родные не говорили, что меня видно, она не отходила от телевизора, а когда говорили, да, тебя видно, еще и спрашивала, а что я делаю там? Вот, время шло, девочка росла, наступили 90-е годы. 90-е годы, когда появились первые видеокамеры. И тогда стала эта девочка снимать семейные фильмы. Конечно, разумеется, заставляла свою семью быть актерами в ее фильмах. Тогда ни компьютеров, ни телефонов, ничего не было. И сама же она паяла, чтобы соединить 2 магнитофона, чтобы монтировать. И когда вот семья тоже там, честно, они надоели сниматься в ее постоянных вот этих фильмах, и еще были гонорары, то есть я, например, чтобы у меня тетя там, сыграла роль какую-то, 10 дней, например, за нее доила корову, скажем так, такой гонорар, взаимозачетом были. Вот, это к чему я рассказываю, это к тому, что мечты человека, любовь человека, мечты человека, и эти цели, они идут всегда, по всей жизни. И знаете, вот эта девочка 5-летняя, она до сих пор сидит во мне и помогает идти уже к взрослым целям. Вот. И хотела бы сказать, что история развития нашей компании – это лучшая демонстрация того, что мечты, целеустремленность, работоспособность помогают воплощению в жизнь поставленных задач и проектов. На самом деле, мечты они окрыляют, дают надежду на лучшее и учат быть верными им. В тот момент, когда началась история КЭМ, это была мечта одного человека. Мечта одного человека, который просто любил видео, и видео стало частью его жизни. Сейчас вот сидят, как я сегодня говорила, все те единомышленники, энтузиасты, которые уже составляют мою семью. Сегодня это мы уже большая команда и продолжаем расти. Мы ставим сейчас уже перед собой уже великие цели, и каждый день шаг за шагом идем к ним. Но давайте обо всем я расскажу по порядку. В 2008 году, 11 лет назад, я ушла в свободное плавание от государственных телеканалов. Почему ушла? Это чтобы воплотить, как сказать, опять свои мечты, свое видение. Вот. И наше небольшое творческое объединение начало создавать рекламные ролики, документальные фильмы. Для нас тогда не было ничего невозможного. Самое главное, мы брались за сложные задачи и творили. Спустя время, в 2012 году, было придумано название компании КЭМ Видео. КЭМ – это по-якутски «пора», время. То есть время видео, наступила пора видео. Вот. Развитие новых технологий бросало вызов всем, кто занимался видео. Нам было необходимо расширять горизонты и выходить на новый уровень. Мы не стали ждать и решили действовать, принять этот вызов, и следующей ступенью развития стали светодиодные экраны. В 2004 году впервые на международных спортивных играх «Дети Азии» появились светодиодные экраны. И в 2016 году, до этого я работала как на аутсорсинге, на многих мероприятиях, я скажу, что один из
скажем, тем, чем я горжусь, это вот конкурс «Этиген Хамус». Если он больше 10 лет существовал, то я только на первом «Этиген Хамусе» не работала, только тогда стояли сзади занавески, ну, как раньше, да, занавески. А после всего этого уже начинает проектор и светодиодными экранами уже, то есть занималась я, и могу сказать, что это тоже внесла в лепту в то, что этот конкурс был очень популярным в свое время. Вот. И в 2016 году мы, взвесив за и против, купили уже свой мобильный светодиодный экран. Он сейчас является единственным в городе Якутске, который предоставляет услуги не только юридическим лицам, но и частным. Он мобилен. Мы его можем поставить хоть, скажем, в поле, и она будет показывать и работать. Вначале я еще так смеялась и говорю, показывайте нам только розетку, где розетка находится. Сейчас я уже говорю, вы нам даже розетку не показываете, где она будет. Ну, где она стоит. Мы уже сами подключим все и будем работать. Сегодня без экрана не обходится ни одно республиканское и международное мероприятие на территории Якутска и Якутии. И опять же я скажу насчет нашего экрана тем, что мы не только в городе Якутске, но и по всей Якутии его возим. Все началось с того, что, например, стали возить Кангаласский улус, ну, близлежащий, да, Горный, Бердигеся-Горный, Мегино-Кангаласский, Намский. И сейчас у нас уже границы расширяются. Самые дальние это мы ставили, ездили в Татинский улус, Кобяйский улус. Вот, и будем дальше расширять территорию. То есть у нас есть возможность выезжать в любой улус по Якутии. Экран КЭМ задействован на всенародных майских праздниках в Якутске, Ысыхи, Туймады, Дне города, на всех значимых спортивных мероприятиях. Если говорить, что только про экран, то экран это, ну, как бы физическое тело, да, техническая часть. А еще самое главное, чем мы занимаемся, это внутренним наполнением, то есть контент. Сейчас, например, этих светодиодных экранов много, есть статичные, которые стоят уже, ну, тот же ДК, КЦ, да, то есть они статично стоят. И мы там им тоже предоставляем контенты, делаем внутреннее наполнение, то есть за творческую часть отвечаем. Сегодня мы понимаем, что в этом направлении нам также необходимо расширяться и развиваться дальше. В жизни я вообще вот у себя такие вехи, да, если это 2011 год был как бы уходом то, что в свободное плавание, то 2014 год именно тоже был переломным для меня в том смысле, что впервые тогда было принято решение, ну, принять на работу постоянных сотрудников. Вот, тоже все здесь, за и против, вот тогда появились мои первые сотрудники. После этого сейчас третьим переломным моментом стал этот год, 2019 год, то есть зима 2018-2019, скажем так. И после того, что 2 месяца я уехала на стратегическое планирование, скажем так, в Болгарию, там уже, ну, скажем, уйдя от суеты, уехав далеко, уже посмотрев на свое детище и на свою жизнь издалека, приняла дальше решение, что надо развиваться, не надо останавливаться и надо уже более глобальнее действовать. И приняв такое решение, в 2019 году в марте был выкуплен телеканал Якутск ТВ. Якутск ТВ станет первым рекреационным, то есть восстанавливающим, мотивирующим, обучающим каналом. Наша команда сделает упор на обучающий и мотивационный контент, как я сказала, и Якутск ТВ станет площадкой, которая соберет вокруг себя молодых, энергичных, творческих личностей. Сейчас летом у нас будет подготовительный период, и с сентября, с осени, то есть дату я сейчас еще точно не скажу, но пока предварительно стоит сентября, с осени мы уже официально откроемся и начнем вещание. То есть до этого у нас будут выходить в формате новостей, и больше подготовительный период будет идти. Мы понимаем важность и внимательно следим за веянием времени, новыми технологиями и собираемся внедрять все инновации, которые помогут нам быть интересными нашим зрителям и позволят напрямую общаться с ними. В данное время команда Якутск ТВ готовится к новому телевизионному сезону. Вот про это я сейчас рассказала. То есть осенью вас будет ждать очень много
сюрпризов, которые вы раньше не видели на якутском телевидении. Вот, и теперь я бы хотела представить свою семью, своих единомышленников, энтузиастов видео. Заместитель руководителя группы компаний КЭМ Виктор Лопатин. Скажу, что по фамилии это не мой муж. Вот, по совместительству Виктор Лопатин, он является моим двоюродным братом. Он до этого работал директором школы в Татинском Улусе. И скажу про него, что за 4 года, то, что он был директором в деревне, он без бюджета, то есть эта школа была не запланирована, то есть сам уже договариваясь там через министерство и все такое, за 4 года в нашей деревне он построил двухэтажную каменную школу на 120 мест. То есть уже молодой человек себе внес в историю нашей деревни. Вот. И огромное спасибо Виктору за то, что он принял мое приглашение. То есть я ему следующий вызов сделала, поставить уже видео на другой уровень. Да? И я думаю, что у нас получится. Дальше хотела бы представить того человека, который у меня изначально все эти годы, вот благодаря ему Кем-видео получила известность, получила развитие. Это Серафим Федоров. Благодаря его таланту, способности и работоспособности Серафим Федоров технический директор у нас, и также он оператор-постановщик, монтирует, светокоррекцией занимается. Дальше руководитель Кем-экран, то, что сейчас мне телефонные очень мешают говорить. Я и так волнуюсь, сижу, да? Можно выключить, на беззвучно поставить, пожалуйста? Спасибо. Руководитель Кем-экрана, тот человек, который инженер и ставит вот наш экран в чистом поле, без розетки, это является Спиридон Лопатин. Также по совместительству тоже двоюродный брат. У нас очень большая семья. Вот. И Спиридон также является оператором-постановщиком. И огромное спасибо Спиридону. Тот человек, который из нашей семьи, прямо он с детства поддерживал меня и вместе со мной сам вырос до руководителя Кем-экрана. Также я знакомлю руководитель Кем-дизайн Мария Сафронова. Огромное спасибо Марии, то, что мы с ней очень давно знакомы. И Мария, она является художником и также она режиссер монтажа. То, что вот вы видите красивые кадры там фильмов и все такое, вот ее рук творение. Дальше хочу представить руководителя Кем-экспресс Сергей Бертман. Про Кем-экспресс еще расскажу. Про Сережу у нас есть вообще байка. Ну, я об этом тоже чуть позже расскажу. Хотела бы сказать еще человеку всего 22 года. Он со мной сколько лет? 3 года, да? Ага, 3 года пришел, когда ему было 19 лет, и вырос до руководителя Кем-экспресс. Спасибо, Сереж. Хотела бы дальше представить главный редактор телеканала Якутс ТВ Розалия Борисова, главный режиссер телеканала Надежда Васильева и главного режиссера группы компаний Кем Марина Калинина. Марина Калинина тоже у нас вот все документальные фильмы, постановочные ролики. Марина, тебя ищут. Еще раз покажись, пожалуйста. Вот, все наши... Руслан Васильев ищет. Вот, все наши документальные фильмы, ну не все, а многие документальные фильмы, последние совместная работа вот с Мариной, и режиссером является она. Вот, и у нас, так как мы... Самое главное, сколько не на творчество, да, мы творческие люди, но творчество без техники мы не можем развиваться, потому что за веяниями техники, за всеми, и чтобы эта техника бесперебойно работала, отвечает у нас главный инженер Яков Александров, наш мозг. И спасибо Яше за то, что мы с Яшей тоже очень давно знакомы, и вот светодиодные экраны и все такое мы начали с ним осваивать, человек, который по-английски все читает. Сейчас, по-моему, будем уже по-китайски читать, да, Яша? Вот. И
Хотела бы познакомить человека, который тоже меня поддерживает и является, ну, человек, который рядом со мной сидит. Это Айсен Ануфриев-Чаранский, он является у нас главным продюсером. Я Айсена называю, если я бываю иногда резка, то Айсен у меня является тем человеком, который округляет все углы. Да? Такой человек очень важен в компании, и слово предоставляю Айсену. Здравствуйте, коллеги. Рад, что сегодня мы все тут собрались. А на самом деле давайте поаплодируем Наталье за то, что она сегодня нам сказала и будет говорить далее. Хотел бы поддержать ее, что она сказала, невероятно сильно волнуюсь, хотя вот 100 лет как будто вас знаю, но все равно начну. Для наших гостей, кого мы сегодня позвали, все мы следим за новыми тенденциями и вообще стараемся, наша компания, быть на хайпе. И вот даже если сравнить, мы недавно вот отсняли ролик «Страж стены» про Ленские столбы. «Игры престолов». «Игры престолов». Почему именно это? Почему? Потому что 8-й сезон, есть тут фанаты, я знаю и чую некоторых из них, они тут есть, и поэтому мы именно сделали фишку, ставку на то, чтобы не только запечатлеть Ленские столбы и угодить 8-му сезону «Игр престолов», но и вообще показать нашу республику России, потому что Россия тоже, наверное, плохо как-то знает, где есть Якутск, где есть Лена Пиларс, где есть Ленские столбы. Вот. И на этом хайпе, на этой волне мы поймали то, что не только российские паблики нас опубликовали, но и международные тоже нас оценили. И это большая заслуга нашей команды, нашей творческой группы компании КЕМ. Вот. А далее хотел бы вам немного рассказать про то, вообще, все мы смотрим фильмы. Вот, как ни крути, мы все смотрим фильмы, смотрим его дома, смотрим в кинотеатре. Просто представьте на минутку, тут большинство знает, что находится за кадром, какие люди постановлены, да? Вот для вас вопрос, что находится за кадром, за фильмом, кто работает? Это колоссальная, это большая работа, это большая команда. Вот. Не хочу пропустить всех, но и хочу сказать, что за кадром фильмов, видеороликов, рекламных роликов находятся режиссеры, сценаристы, операторы-постановщики, цветовики, звукооператоры, художники-постановщики. Себя не забудь, продюсеры. Продюсеры, администраторы, гримеры, визажисты. Вот они все на полях делают одну такую красивую картинку. Затем идет постпродакшн. Это тоже идет основная сложная работа. Почему я так сейчас про это так внутренне говорю? Потому что это является именно вот отделом кем-видео, работой кем-видео продюсеров. Поэтому так углубленно. И является тем, что нашей фишкой, когда мы делаем именно конвейерную работу, и благодаря этим у нас получается хорошая, красивая, добротная работа. Такая вот организованность, да. Она должна быть у любой команды. Сережа, посмейся, блин. Вот, далее, вот, идет постпродакшн, идет монтаж, режиссер монтажа собирает воедино все кадры, он перед тем, как все собрать, он просто смотрит кучу, миллионы кадров и собирает из этого фильм. Делает фильм для того, чтобы мы, зрители, все это воедино увидели. Потом цветокор, потом все вот этот звукорежиссер, он добавляет музыку, и дух просто, и глаза радуются, и уши радуются, как бы говорится. Вот, и все это проникновенно получается, когда только вот идет один целый механизм, когда он работает. И действительно, в нашей мы такими и являемся. Спасибо. Вот, пример про лор хочу сказать. Вот недавно вы, наверное, тоже смотрели рекламный ролик имиджевый для лорпа. Мы его снимали месяц. «Династия речников», так его мы назвали. Ролик всего 1 минуту. Ролик всего 1 минуту. Вот представьте, одноминутный ролик снимается месяц, даже больше.
сколько любви и сил мы отдали этому ролику, да? Сколько Но не снимается организационный момент. организационные моменты и съемки, и потом постпродакшн, все вот это вот. Ну, как бы, общими словами мы всегда внутри говорим, то, что, ну, ролик Мы снимается. за каждую деталь, да, там в этом ролике, например, за каждый реквизит, за каждую деталь, пока ну, сам дух времени не дадим. И на самом деле, когда мы вытащили вот этот ролик, извини, да, если я перебью, Да. когда мы вытащили этот ролик в соцсети, мне очень понравился один отзыв, когда было написано, какой это ролик, это же мини-фильм. Вот. И да, мы стараемся за каждую работу, не смотрим на то, что сколько она стоит или что не в деньгах, а самое главное это в качестве, чтобы потом в мире, в других регионах и все. Сейчас благодаря интернету можно куда угодно. Вот у нас наши работы, вот именно как Айсен сказал, тот же «Игры престолов», по всему миру они разошлись. Да? И вот этот лорд то же самое, она по всему миру как бы разошлось. Сейчас благодаря пабликам это легко делается. И все вот да, говорят. И в скором времени наша огромная цель, чтобы говорили, что да, Якутия это не только там по художественным фильмам, да, Голливуд или что там, как Сахавуд, да, но именно как видеобизнес, да, чтобы здесь у нас тоже мы можем в этом направлении развиваться, показать. Ну, хочу даже маленькую ремарочку внести. Ну, как бы паблики-то есть, но работы-то качественные идут. То есть только качественные работы могут оценить и на международном уровне. Как бы понятно, да, моя мысль? Вот, приступая к третьей карточке. На сегодняшний день... Ох, спасибо. Давайте поаплодируем. Шумо! На сегодняшний день наша команда работает над созданием документальных фильмов, презентационных и имиджевых фильмов. Вот, к примеру, мы начали с прошлого года, уже работаем, вообще все, что есть у нас, мы работаем с крупными организациями, фирмами, вот, и на сегодняшний день эти же Это организации... ты работаешь с прошлого года, мы-то давно работаем. Ну, поэтому я говорю вообще, организации, вот, они к нам хорошо относятся. Ну, я вот немножко сбился, ничего страшного. Давайте к концу карточки перейдем. Ах, как это? Ну, тут любовью к видео мы заразились от Натальи. Учись говорить. От Наташи, от Натальи. И хочу выразить огромную благодарность за этот уникальный случай. Спасибо. И на этот момент я как-то себя почувствовала, да? Я хотела сказать, я еще живая, да? Я еще так в домике. Я еще не отошла в мир иной. На самом деле, да, я хотела бы продолжить то, что Айсен говорил. Мы делаем фильмы, именно наша фишка является постановочные ролики и документальные фильмы, и хотела вот про это сказать. У нас большие заказчики, да, то есть все началось с фильма по заказу администрации президента Илдархана, тогда Егора Афанасьевича Борисова, к чемпионату мира по вольной борьбе. Вот, и когда мы этот фильм сдали, это был для всех вау, был вау-эффект. Он в Ютубе есть, можете посмотреть, «Дорога в Рио» называется. Потом следующие уже пошли, когда после этого сразу, скажу, даже шквал заказов, можно так сказать, да, сразу вышли к нам фирма «Чоран 21 век», Софья Попова, сняли для нее фильм, именно не сколько для компании, а сколько про историю якутского чорона. Дальше работа пошла с алмазами Анабара. Для алмазов Анабара снимали фильм для аэропорта, Якутсэнерго, Туймада нефть, Ятек. И сейчас скажу, что потому что мы хорошо снимаем, поэтому у нас эти заказчики стали уже не сколько заказчиками и не партнерами, да, а уже перешли в разряд друзей. Да, то есть у нас уже аэропорт на данный момент уже второй и третий фильм заказали. Они в работе у нас заказали. Также у нас «Лорп». Второй фильм в работе у нас с «Лорпом». Да? В прошлом году у нас вышел фильм про Жатайский судоремонтный. И сейчас для 125-летия «Лорпа» снимаем фильм. Также снимается фильм «I Speak English». Снимается фильм... Кому? Еще?
Diamond Clinic, Diamond тоже Clinic. юбилейный. Еще я кого-то забыла. Аэронавигация. Ну, про это я сказала, аэронавигация и музыка для всех, музыка для всех еще делается фильм. То есть мы сейчас, наша команда одновременно уже делает 5 фильмов. То есть если у нас был, например, один фильм мы делали за 3 месяца, то сейчас одновременно делается 5 фильмов. Вот до такого мы уже выросли, да, и сейчас наша задача в связи с тем, что выросли, мы должны уже отвечать за качество, мы должны вот это держать, нашу фишку, наш бренд. Вот. На днях еще мы, группа компаний КЭМ, запустим 2 совершенно новых видов деятельности. То есть я говорю, что за новаторство, за то, чего нет в Якутске, мы вносим в жизнь. И первое, это новаторство, вот то, что я говорила, КЭМ Экспресс, это вот Сергей у нас руководитель этого подразделения. Идея пришла такая, то есть, ну, город Якутск у нас маленький, да, и все у меня знакомые, ну, так скажем, известные в узком кругу, да, многие знают меня и постоянно говорят: Наташа, ты же мне подруга, сделай, пожалуйста, скидку. Да, но когда у меня ребята еще работают, зарплату я им плачу, я не могу тоже какие-то скидки такие большие делать, да. Вот. И второй момент, это было, особенно вот бюджетники, да, это нам надо было вчера, то есть в сроки, срочные сроки. И я не знала, как совместить вот эти 2 понятия, да, сделать недорого и сделать это быстро. Ломала голову, как это все соединить. И когда вот уже 2 месяца, как я говорила, была на стратегическом планировании, посетила мысль очень простая. Она пришла, когда я зашла, ну, в Макдональдс. Поэтому я его и смеюсь, и второе ее такое рабочее название – кембургерная. Вот. То есть, когда мы заходим в Макдональдс, они за короткое время делают нам, ну, заказ, да? То есть у них линейка продуктов достаточно узкая, и за недорогую цену мы уже, ну, как бы кушаешь, да? Вот. И вот совместив вот эти 2 понятия, то есть недорого и доступная цена, быстрота, и плюс еще наше качество, то есть если у КЭМ это бренд качества, мы, совместив эти 3 понятия, сделали новый вид продукта КЭМ Экспресс. Через 2 недели мы стартанем. Будет открытие, тоже приглашаю вас всех туда, открытие первого островного павильона будет в ресторане «Понаехали». Когда я эту идею рассказывала уже среди бизнесменов, как человек, ну, акула бизнеса, как человек хватки на мысли, да, Александр Скрипин сразу сказал: Наташа, никуда никому, сразу ко мне. Первый исторический такой павильон будет стоять в ресторане «Понаехали». Идея такая, что за 15 минут будет качественный видеопродукт, который будет у нас ценовая политика, ну, пока, скажем, не должно превышать 5000, да? Ага. И изготовление, срок изготовления, да, за 15 минут. Мы сейчас работаем над этим, и через 2 недели мы его будем презентовать. Вот. И еще один новый вид деятельности, это то же самое, скажем, когда мы вот с Яковом привезли вот эти светодиодные экраны, их как бы тоже это было новаторским, то сейчас тоже новый вид, новая технология, то, чего нету в Якутске, мы его тоже презентуем. Презентация будет, скорее всего, в конце июня, в начале июля. Ну, дальше я ничего не скажу, такая интрига. Дальше хотела бы еще что сказать. Это я рассказала. Включите, пожалуйста. Ну вот вы, кстати, да. Вот все наши, как сказать, адреса, где, ну, куда можете подписаться. Свои личные я туда еще не внесла, но меня тоже можете также через КЭМ найти. КЭМ Лопатиная. Вся моя личная жизнь там, чем я занимаюсь. Вот. И сплошь сегодня, перед тем, как сюда прийти, там огородом занималась, оладьи делала, то, что вы сегодня кушали. Это оладьи благословенные, то, что я сама с утра пекла рано утром. Вот. И хотела бы сказать еще, ну, презентовать наш логотип. Можно логотип пустить еще раз? Ага.
Презентацию логотипа бы хотела сказать. Каждый из проектов, видов деятельности работает ради одной идеи. Мы раздвигаем границы видео и хотим заявить о якутских видеографах, монтажерах, графистах на весь мир. Вообще, я считаю, что видео – это универсальный язык, который понимает весь мир. Можно не знать ни английский, ни китайский, там, ни корейский, что я сама езжу по всему миру, и мы сами смотрим, сами тоже видео, да, можем, в принципе, ну вот как мы вчера с Айсеном тоже думали, вот как там, про Чаплина, да, ты говоришь, немое кино. Немое кино. Да, немое кино. Да, видео, он универсален. И сейчас, благодаря интернету, раздвигая границы, мы можем спокойно через видео говорить о своих идеях, о своих мечтах, да. Вот. И каждое подразделение группы компаний КЭМ – это лоскуток одного большого полотна. Каждый сотрудник – часть большой команды. Наш логотип является отражением этой идеи. Зеленый является цветом природы, обновления, свежести, развития, молодости, потому что у нас в компании очень много молодых ребят. Красный – это цвет огня, цвет жизни, цвет любви, ну, цвет огня и цвет энергии, да, поэтому я сегодня вот аж волосы покрасила в красный цвет. Вот. До этого у нас был логотипом наш человечек, такой в кухлянке с камерой, и мы сейчас больше раздвинули эти границы. Если мы раньше себя позиционировали только как видео, то у нас сейчас и кем-дизайн входит. И в дальнейшем я вижу, например, если мы были только производственниками, делали видеопроизводство, то с приобретением канала Якутс ТВ мы еще будем распространять. И следующий, третий шаг у нас будет не только распространять и видео производить, но мы еще будем анализировать, то есть в сторону маркетинга еще будем думать, да? Что снимать, что показывать, это все будет заранее, все обдумано, анализировано. Вот в эту сторону еще будет у нас развитие. И сейчас весь мир находится на волне креативной экономики. Изготовление видео, кинематограф – часть интеллектуального труда, который ценится во всем мире. Наши якутские видеографы, монтажеры, дизайнеры и графисты отличаются от конкурентов своей созерцательностью, умением разглядеть прекрасное в самых обычных вещах. Почему я говорю именно якутские и созерцательные? Потому что у нас очень такие просторы, да? У нас взгляд другой. Я очень много поездил по всем странам, скажу, что, ну, бывает даже так, да, если честно, там, когда вот в Корее или в Японии, да, окно открываешь, а там стена. Ну, такое псевдоокно, что ли, да, очень такое узкое пространство. И вот эта наша созерцательность, наши просторы, на самом деле, тоже для творчества очень важны. Вот. Группа компаний КЭМ дает возможность каждому влюбленному видео, мечтателю, творческой личности, возможность заявить о себе на весь мир. Скажу, что это не пустые громкие слова. За время работы КМ-видео мы работали с разными городами и странами, каждый раз доказывая себе в первую очередь, что мы можем быть интересными за пределами нашего Якутска и нашей Якутии. Самый первый заказ поступил к нам еще в 2011 году из города Томска. Тогда я вообще не знала, что такое понятие, вот, как это называется, тендеры, закупки, да? Ага, для меня это было тогда ново. Вот. И первый заказ был из Томска, потом поступил заказ из Ханты-Мансийска, потом поступил заказ из Владивостока, ООО «Павильон». Мы с ними работаем уже 3-й год. То есть они отвечают полностью все вкупе, и мероприятия все берут, то мы у них как на аутсорсинге берем именно видеосторону. Мы работаем вот таким образом. В этом году у нас была пробная работа с Казахстаном, с одним видеоблогером попробовали. Вот. Также мы открыли для себя Болгарию и собираемся расширять географию своих услуг дальше. Здесь я хотела бы отметить, что никто не верил, кроме основателя Синет Групп, в то, что якутские айтишники покорят мир. Сегодня мы гордимся этими ребятами. Я лично очень безгранично уважаю Арсена Томского и его компанию. Вот. И так почему же и якутские работники медиа не могут подняться на такой же уровень? Я думаю, что все только в наших руках. Да, ребята? Я думаю, что это у нас получится. И я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал и поддерживает нас, нашу мечту. Без вас не было бы нашей истории. И приглашаем всех, кто любит работу в сфере видеоуслуг,
кому близки наши цели и кто готов дальше создавать историю, идти вместе с нами. Что ж, спасибо. Сейчас переходим к вопросам, коллеги. Вот, Наталья, группа компании КЭМ сейчас будет стремительно развиваться. И кто может стать работником, насколько будете быстро брать к себе новых работников, какое сейчас количество людей работает и до скольки будете расширяться? Как и говорила, что все началось с меня, потом нас стало 3 человека. Сейчас на данный момент нас больше 30. Если я не ошибаюсь, нас сейчас 32 человека. В течение года мы планируем развиваться дальше. Да, в 5 раз, то есть планируем до 140 человек увеличиться. Сейчас мы набираем молодых, будем с нуля даже некоторых учить. То есть если у нас есть возможность обучения, вот КЭМ Экспресс как раз будет той площадкой, где мы будем обучать молодых. И также опытных тоже набираем. У нас, вот, как я сегодня сказала, 6 видов деятельности на данный момент. И с каждым после собеседования, после того, как поговорив, самое главное, мне важно человек, в какую сторону видит свое развитие. И возможности у нас больше. Кому-то скорость, новости интересны, кому-то вот творческая сторона интересна, кому-то именно мероприятия интересны. То есть быть на больших мероприятиях, работать с техникой. То есть мы открыты. Спасибо. Дорогие друзья, давайте еще раз похлопаем и приглашаем всех на общее фотографирование. Или вдруг у кого-то есть еще вопросы. Если нет, да, давайте фотографироваться. Я люблю фотографироваться. Я сегодня красивая. Да, конечно. Компания, она вышла на новый уровень. Для меня очень приятно, что сегодня вы берете там телевизионный канал уже на себя, города Якутска. И вот хотел бы как раз в этом направлении сделать такое пожелание, может быть, потому что город Якутск строится, развивается, проблем очень много, но мне хотелось бы, чтобы и не забывалось наше наследие. Просто сейчас я этим вопросом занимаюсь, да, вот особенно залогом, сохранением старого города Якутска. И вообще мы про город Якутск вспоминаем особенно на больших каких-то конференциях. Мы говорим город Якутска, форпост, освоение северо-востока азиатского континента, Русской Америки. Но когда мы приезжаем сюда, мы посмотрим, Якутск, просто этой истории уже нету. Знаешь, мы ее теряем. Соседние города, Иркутск, посмотрите, там моложе город, да, нашего Якутска. Якутск старее даже Питера, но вот та старина, та прелесть, знаешь, мы свое лицо теряем постепенно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в телевизионных передачах была бы постоянная такая рубрика именно по наследию. Потому что на самом деле, скажем, даже почтовый тракт взять, да, это государственный почтовый тракт. В России уже нет этих станций. Они сохранились только в Якутске. Благодаря тому, что Якутск далеко, Якутия далеко, станции были по реке Лена, эти поселки уже заброшенные. Это все стоит. А это ведь, между прочим, будущие маршруты туристические, если это нормально раскручивать. Да. Очень интересные, да? Они еще есть, эти станции, скажем, да? Или взять там религиозный ссылку, скопцы там в Мархе жили, Магани там, да? Куча всего, куда не посмотреть, с этой позиции. Якутск очень интересный и, наверное, интересен для и России в целом, потому что здесь сохранилась та история. Да, даже взять там Аляску и Форт Росса там, да, скажем. Поэтому мое пожелание такое, да, и я вижу, что у вас есть такой потенциал мощный, творческий, чтобы эта часть не забывалась, чтобы, взлетая ввысь, не забывали наши фундаменты, на чем мы жиждемся. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. На самом деле, да, как я сказала, что у нас концепция канала именно обучающая, мотивирующая. Как раз эта тема, она будет у нас. У нас уже в концепции, у нас она... Готовы поддержать, помочь. Спасибо большое. Если вы летом никуда не уезжаете, мы потом созвонимся, встретимся. Хорошо?
И давайте тогда общее фотографирование. Да, время у нас пожалуйста, уже. приглашаем вас.